Добрый день, дорогие телезрители. Отвыкли, наверное, от того, что старый Ворчун время от времени включает режим «как все здесь плохо» и так далее. Но я вспомнил, что я все-таки политический обозреватель телеканала Якутия-24. И сегодня речь будем вести о политике, тем более о международной. Дело в том, что кроме компании «Алроса» в санкционный список Соединенных Штатов попала одна замечательная контора, возглавляет которую Станислав Соколов. Здравствуйте. Контора называется, в нашей транскрипции ЕКТ Сокол, или там Саха Сокол, ЕКТ Сокол и так далее. Те, которые люди, скажем так, с репутацией проходимца, то есть проезжают, проходят, проныривают куда хотят, они все отлично и давно знакомы с техникой Сокол, которая выпускается вот за вот этими вот внимание, дверями. И я сегодня хотел попросить Станислава, как основателя компании, как человека, находящегося в списке, там, не знаю, не Форбса, но Госдепа, да, США, показать, стоило или нет Госдепартаменту, напрягаться так и включать вот это вот небольшое предприятие в свои списки. Сокол. И вот уже определенное, довольно значимое количество времени производство вездеходов «Сокол» располагается вот в этом помещении, я так понимаю, да? Верно. Это основной производственный цех. Вот такое вот, квадратов 200. Тут 540. 540, извините, я ошибся. И вот перед нами, скажем так, у нас же есть такой блогер Илья, который клубный сервис, да? Он любит поднимать кузовы, там, отделять шасси от этого и так далее. И получается шасси вездехода «Сокол» во всей красе со всеми узлами, основными агрегатами. Давайте мы немножко просветим все-таки. Нас же смотрят много где, и в коме там и так далее. А вдруг получше ознакомиться с техникой, им интересно будет. Давайте немножко ликбеза про «Сокол». Мы-то все знаем. Это строится вездеход ЕКТ «Сокол Про» с двигателем 1.8 на мостах УАЗ «Спайсер», оборудованный блокировками, гидроусилителем руля, бак 53 литра. Вот эта машина одна из наших топовых моделей, пользующихся спросом. На данной машине реализовано такие вещи, как увеличенный бак, карданная передача, вот, у нее новая улучшенная подвеска, заменили верхние рессоры на рычаг, гидроусилители начали ставить больше производительностью, новые на 1.8 ЗЗ. Мосты Спайсер используем, и они у нас идут с электрической блокировкой передней и задней оси. Все 4 дисковых тормоза, амортизаторы Toyota Land Cruiser, бак 53 литра, аккумулятор на 42 ампера. Вот. Хотелось бы отметить проходимость этой машины. Она на более проходимость за счет того, что объема шин, пятна контакта. На этой машине будут установлены шины 1200 на 600, 21 дюйм. Вот. И вот эти мосты довольно хорошо справляются с таким диаметром колес. Эта техника позволяет преодолевать водные преграды плавает, то есть техника имеет положительную плавучесть. И 2 человек, например, вот такая модель, она запросто переплывает по стоячей воде. Это озера, там открытая вода. То есть не касаясь колесами дна, да? Да. В режиме поплавка. Совершенно верно, да. За счет водоизмещения шина она плавает. И за счет этого у наших клиентов она пользуется спросом. Не надо иметь 2 техники, то есть и лодку и так далее, и вездеход для переплавки каких-то водоемов открытых. Мы посмотрели с ним, съездили к ребятам в Новосибирск и поняли, что да, эта техника именно для наших пользователей. То есть применялись там в основном это контрактные запчасти. На первом этапе, когда вот эти «Соколы» на мостах Джимни, тогда на рынке присутствовали только шины ободрыши в нужном размере, вот, которые могут переварить мост Suzuki Jimny с двигателем 1,5. И начали, здесь наладили выпуск.
по данный момент наша техника пользуется таким же спросом, как на первоначальном этапе. Была трехместная вот эта версия? Да, кузова, да, а вот стоит пикап, да? Который... Это пикап. Ага, повышенный. Грузоподъемность. Лося можно туда закинуть, да? Ни одного. На данный момент ЕКТ «Сокол», хотелось бы отметить, ЕКТ «Сокол» именно якутского производителя, мы имеем 4 модификации. Сохранили также старую модификацию на мостах Suzuki Jimny и 4 модификации именно на мостах Тимкен, это колхозные старого образца мосты, и мосты Спайсер. От Хантера, от УАЗа Хантера, с узкой колеей. Вот, они все могут оборудоваться именно блокировками. Вот такие позиции. Так, из разряда Сокол Плюс модели трехместных, это Сокол Про Плюс и Сокол Плюс мотором 1,5 и с мотором 1,8. Вот. И также две модели Сокол Пикап 1,5 и 1,8. Вы неоднократно упомянули, что именно ЕКТ «Сокол», да? Но есть «Сокол» новосибирский. Какие у вас сейчас взаимоотношения с новосибирским производителем? Но... Вы ведь начинали вместе, да? Да, начинали вместе. Но в 2020 году мы получили самостоятельный свой сертификат на собственную продукцию. Вот. Мы технически общаемся, делимся. Они с нами, мы с ними. Но именно как были дилерами до 2020 года, сейчас мы отдельное обособленное предприятие со своим брендом и наименованием именно ЕКТ «Сокол». Данная техника нам знакома, используется уже в зоне специальной военной операции не первый год, зарекомендовала себя очень хорошо. Машина надежная, машина востребованная, отличается повышенной проходимостью, ремонтной пригодностью. Машина малошумная, адаптирована под устройство различных видов вооружения, используется также для эвакуации раненых, отличается высокой проходимостью, высокой надежностью. Машина полюбилась в войсках, очень востребована. Мы благодарим правительство Саха-Якутии, организаторов этого замечательного производства за ту помощь, которая нам оказана. Мы же начали с того, что санкции, Госдеп и прочее. Да? Вы как оцениваете вообще всю вот эту ситуацию? Это, конечно же, связано с тем, что техника поставляется в зону СВО. Санкции. Ну, конечно, трудности приобретения контрактных запчастей напрямую теперь там с рынка Японии это сложно будет приобретать. Но в основном, в принципе, маленькое предприятие, я не знаю, каким образом мы задели Америку. Ну, трудностей нет, потому что мы маленькое предприятие. То есть ваши объемы даже санкционный режим выводят, да? Совершенно верно. Все части, детали, конструкции вездехода изготавливаем на своем лазерном станке. Свой листогиб имеется, своя полимерная окраска порошковая имеется. Сами делаем диски, сами привозим заводские шины. На данный момент шин у нас уже сейчас 4 разновидности в нашем арсенале использования. Пустить его можно в ноль. Вообще в ноль? Да, в ноль, потому что оно на двойном бэдлоке, на герметике. Его в ноль можно спустить по особо топкому месту. Там по плавунам, по ковру и так далее. Многие в упрек техники класса, вот того же класса, да, ставят то, что рвет редуктора. Да. Это я согласен. Есть но такое, это, да? В основном, поломка редукторов, вообще трансмиссии, я считаю, связана больше с эксплуатацией, с неправильной эксплуатацией. Потому что, да, техника позволяет многое, но люди критично грузят технику. Я понимаю наших местных пользователей. Например, наша техника эксплуатируется также в СХПК, сельхозпредприятиях, которые там обслуживают отдаленных аласах, летний период, и стадо якутских коров и так далее. Скот держат люди, и лошадей.
это подвоз, например, там топлива на отдаленные там Саилыки и так далее. Ага. То есть, ну, вынужденно перегружает технику. Вы так хорошо говорите, Саилыки там и так далее. Ну, сразу видно, что вообще фамилия Соколов уже это местная хангаласская. Да, фамилия, я местный. Хангаласский. Хангаласский, да. Ну, родился в городе, а корни моей деревни Еланка. Насколько будет востребована еще вот такая вот техника? Но мне об этом трудно судить, но по моим прогнозам, да, и когда мы начинали, рассматривали вообще сферу деятельности своей, когда начинали ИКТ «Сокол», да, было такое смущение, то, что 3-4 года продлится, и мы рынок насытим даже со своей производственной мощностью 8-9 машин в месяц. Но, как показало время, мы все-таки остаемся примерно с такой же очередью на 3-4 месяца вперед по предзаказам. Спрос есть? Спрос есть, да. А он насколько внутри республики и сколько снаружи идет? Наша Якутия очень необъятная территория. Разбросаны население по всей республике. И, как вы говорите, из научной фантастики разряда, что каждому Саилыку будет гравийная дорога. Я думаю, это не в нашей жизни, не даже в жизни наших потомков, наверное, произойдет, потому что территории очень колоссальные. И в связи с этим, я думаю, наша продукция будет воспользована еще долгие годы. Ага. Вот. Конечно, мы не стоим на месте. Люди на этом рынке, потребители наши, требуют от нас все большего качества. Вот мы говорили санкционно и так далее. Мы рынок Китая для себя открыли и начинаем его больше развивать для себя. То есть и импортозамещение на китайском рынке нам, как говорится, помогает. Ага. Также мы рассматривали сейчас и поставку двигателей, автоматических коробок. Возможно, мы перейдем на поставщиков из Китая. Согласно техническим условиям, по которым изготавливаем, мы заявляем грузоподъемность нашего вездехода 500 килограмм. Вот, задняя... Это с запасом, да? Это с запасом, да, потому что задняя подвеска, она позволяет брать такой вес на «Сокол». И мы, как говорится, и опирались на это, чтобы дать клиенту машину не только перевозить самого себя, но еще какой-то груз в этом пикапе цель преследовали, чтобы он мог более быть функционален. По крайней мере, мы кузов этой машины предусмотрели, чтобы 2 бочки 200-литровых ставились стоя. Полные? Полные, да. Примерный запрос был от наших, как говорится, пользователей нашей техники, потому что говорили, что «Сокол», вот обычный трехместный, он позволяет только там себя возить. А груз на прицепе. Ну и пару фляг. Да, да, сложно с ним передвигаться по пересеченке. А эта машина и груз перевозит, и можно людей вместо груза перевозить. Более универсальное назначение получилось. Но вернемся к грузоподъемности. И вот в связи с тем, что мы придумали такую подвеску, то она может перевозить 500 килограмм груза. Это было испытано опытным путем, но также можем для вас продемонстрировать. Да, я именно конкретно демонстрацию, скажем так, грубо говоря, 2 бочки, плюсом еще там энное количество мешков с чем-нибудь, песочком, допустим, там и так далее. Почему? Руслан нас любит, мешки тягать, бочки и так далее. Вообще парень очень такой позитивный, и он это будет делать с улыбкой, с хорошим настроением. Еще одно. У нас ИКТ «Сокол», он родился в местах, где минус 50. Зимой это вполне нормальное явление. Да? Для многих наших коллег, зрителей, ну вот нынче были там минус 38 на Урале, да? Это стало таким откровением, неприятным сюрпризом, потому что многое техника отказывала, многое техника просто не функционировала, как она должна была функционировать. И они спрашивают, какие же все-таки уловки есть у пользователей вот ваших широтах, да, которые позволяют мостовую технику безболезненно эксплуатировать, ну, при месячных, скажем, температурах ниже 45. Но прежде всего это смазки. Качественные полусинтетические, синтетические масла и смазки.
С их применением там, ну, ходовка меньше мерзнет, так скажем, внутри трансмиссии. Конечно, при минус 45 запустить двигатель невозможно, особенно с автоматической трансмиссией. Разогрев все равно требуется в теплом помещении или же там путем укрывания и внешнего источника тепла разогреть. Вот. Но по опыту эксплуатации, опять же, вернемся к нашим клиентам, они умудряются в минус 40 двигателей двигаться на них. Это примерно в таких условиях, как когда до Нового года температура опускается до минус 40, а при этом снежный покров маленький. И они используют наши сокола при этом. Но все применяют. У нас идут в комплектации ручки с подогревом всегда и курок газа. С путем применения рукавиц, как от бурана, вот, люди могут передвигаться на них. То есть запускают его, разогревают, и не глуша, как все наши техника в зимний период используется, может он передвигаться. Где-то доезжает до места дислокации, до утяна, они применяют утепленные чехлы. Наташи, или гаражи, да. Так называемые наташки. Утепленный чехол. Также его там паркуют, держат там пару суток, ну и в обратный путь разогревает просто-напросто. Кто-то там ставит электрические подогреватели в рубашку двигателя. Это там 2-киловаттные тены, которые можно там с помощью генератора 2-киловаттного там подключить, и он разогреет рубашку. Кто-то пользуется электронными приборами, это то есть системами, охранными системами, готовыми на рынке, дистанционный пуск, пуск по температуре. Сюда это тоже можно установить. Вот. И несколько клиентов вот этим тоже успешно пользуются. Ну, совместно именно с теплым Наташкой, так сказать, теплым чехлом. Вот. Так что есть опыт. Но прежде всего это смазки. Прежде всего смазки. И те материалы, которые контактируют с этой смазкой. Да? Это совершенно различные, верно, да. Скажем так, рабочие кромки сальников, это пыльнички даже, возможно, какие-то. Совершенно верно. Но северные эксплуатанты, водители, прежде всего, они прекрасно готовы к этим температурам. То есть, когда машина там размораживается, да, сразу на ней трогаться нельзя, резко там и так далее, набирать обороты. Сначала машину раскачивают вперед-назад. Это вот что касается сальников и смазки, чтобы разошлась. На низких оборотах двигателя и с малой скоростью мосты разогреваются, и шины разогреваются. Вот, на малых скоростях. Ну, много, масса, там кто-то масло применяет, там, кто соляру доливает, что не рекомендовано ни тем, керосин авиационный, бензин, именно консистенцию масла разбавить. Станислав, еще один момент, который моих коллег интересует, это, ну, понятно, что УАЗовские мосты, они приспособлены, вернее, они рассчитаны на то, чтобы вот колеса, которые мы видели, большого диаметра, огромного веса и так далее, крутить. Да? Насколько мосты вот концерна Suzuki, они приспособлены к нештатной резине. То есть у нас же есть люди, которые там на 33-й резине ездят, лифтуют огромное количество. Он приспособлен для тюнинга. И это хорошо на самом деле. Да? Но насколько вот этот малюсенький мост может выдержать большую резину? Ну, из своей практики только могу основываться на собственный опыт и собственную практику изготовления на мостах Джимни, именно Соколов. Да, он больших нагрузок не выдерживает. Особенно это, когда устанавливается резина с крупным протектором большего веса. Максимально, который мы шину применяем заводского исполнения, вес колеса максимум там до 70 килограмм, 70-72 килограмма. Вот. Шина сама имеет, вот, которую мы раньше видели, 42 килограмма. Диск примерно от 17 до 20 килограмм. Вот. Но в большей степени зависит от эксплуатанта живучесть мостов Джимни. Манера эксплуатации движения. То есть я всегда со своим клиентом говорю, надо удалять из своего опыта эксплуатацию маленького квадрика
и УАЗика. Потому что в большинстве случаев люди, имеющие УАЗик, когда сталкиваются там с непроходимым бездорожьем, все оборудованы лебедками. Да. Выезжает открытая поверхность в направлении дерева. Заведомо знают, что машина не пройдет. Дальше разгоняются и по инерции треть пролетает на инерции, треть едут на лебедке, остальная треть как получится. Вот. И это все связано именно с повышенными оборотами, с большим крутящим моментом, там, передачи на колеса. Вот. Но на Соколе это не приветствуется. С большими колесами, в принципе, даже если это наджимники установлены, там надо делать все в натяг. Как можно максимально избежать ударных нагрузок. Это раскручивание колеса в воздухе, например, да, когда там блокировка имеется и дифференциал сблокированный. При этом, когда опускается колесо, подрыв полуоси происходит и так далее. То есть все делать надо в натяг. Вот. Чувствовать нагрузку. Чувствовать нагрузку. Есть клиенты, эксплуатанты, которые эксплуатируют мосты Джимни на наших колесах Сокола по 3 сезона с лишним. И говорят, почему они все пишут, другие пользователи WhatsApp, за один сезон умудряются поменять 2 редуктора. То есть от эксплуатанта зависит многое. Живучесть мостов в том числе. Вот. Прежде всего, это выбор скорости, выбор давления в шинах, включение блокировок, траектории движения и так далее. Это, наверное, 90% удачного преодоления какого-то бездорожья. Но в случае с водителями Джимни, наверное, не лишним будет еще в кармане номер телефона ближайшего тракториста иметь, да, чтобы... Ну и для Сокола это тоже... В случае, если лебедка отсутствует, да? А штатными лебедками, кстати, Сокол оснащается или нет? Не расслышал. Штатными лебедками оснащается? Да, мы предлагаем дополнительных опций лебедку. Лебедку в основном мы применяем с усилием 2 тонны. При весе Сокола тонну 100, лебедка в 2 тонны справляется. Даже напрямую, без использования полиспаса. Соколу нужно маленько. Самое главное его сорвать с мостов. Дальше Сокол начинает движение сам. Как показала вообще эксплуатация, именно преодоление бездорожья. Именно почему 2 тонны лебедка? Потому что она позволяет подключиться. У нас же переносная лебедка, сделать ее переносной, как за переднюю фаркоп, так и заднюю, путем подключения к розетке. Позволяет использовать провод сечением 6 мм, 2 на 6. Остальные лебедки, они уже подразумевают там более толстые провода, более большой редуктор, который переносить уже тяжеловато становится, да. А именно вот такой мощности подобрали, и ее хватает при грамотном использовании. То есть без прицепа, без груза. То есть люди, конечно, если не ленятся, то лебедка довольно-таки сносно работает. Хватает этого усилия. Ну и еще у некоторых эксплуатантов еще нет понимания, как пользоваться лебедками. Например, один виток с барабана спускает и пытается тянуться. А чем больше диаметр барабана по физике, тем меньше усилия. И своим людям, ну, эксплуатантам, все время прошу, спускайте трос максимально с барабана. Чтобы, например, если с кевларовым тросом, то это один слой плюс 2 витка перехлеста. Если трос стальной, то минимум там 5 витков надо оставлять на барабане. Ну, это вот такие тонкости, которые вот старые, как говорится, проходимцы все это знают и понимают. Отлично. Ну, вот, в принципе, мы и еще раз, мы не те ребята, которые там, местное производство, там, премьер сказал и так далее. Да? Мы просто ребята, которым, еще раз, во благо интересов наших зрителей, во благо интересов наших зрителей, где бы они ни находились, мы работаем. И еще раз, Сокол это на слуху, это очень хорошо известно. Всего вы сколько машин выпустили? Всего? Ну, больше 1000. Больше 1000. Больше 1000.
чуть меньше 1000 обладателей, но подтвердят, что техника с очень хорошей репутацией, которая выручит в условиях, когда у нас же, как у нас, и дураки есть, и дорог нету, да? Поэтому вот когда дорог нету, выручает техника «Сокол». Мы договорились, что по приезду с Северного Чукурдаха Руслан Валерьевич Ачиров, он все-таки соизволит снять программу «Испытан на себе» и испытает замечательную технику «Сокол», модификации квадроцикл, модификации пикап на грузоподъемность. И вот паспортный заявленный груз попробует вздернуть. Ну, скажем так, получит по бездорожью или по дороге или так далее. Хорошо, спасибо, Станислав. На этом я бы хотел откланяться. Я еще раз поговорили про санкции, про местное производство, не поговорили про ребят, которые здесь. Сколько народу работает? У меня сейчас на данный момент работает 15 человек. 15 человек. Как вы оцениваете квалификацию своих сотрудников? Вот дурацкий вопрос. Как вы оцениваете квалификацию своих сотрудников? На высшем уровне. Потому что коллектив устоялся, работают профессионалы. Конечно, ошибки есть у всех. Не делает ошибки тот, кто ничего не делает. Конечно, ошибки есть, но люди все обучаемые, специалисты, костяк коллектива очень сплочен и знает то, что делает. Каждый на своем месте. Совершенно верно. Эта программа мы вам покажем. Мы постарались вам показать изнутри вот этого производства очень классной внедорожной техники, которая заявила себя не только в Якутии, поверьте. Увидим.